Макар Семенович, сколько сейчас в Нюрнбергском районе водоочистных сооружений и сколько из них были построены при помощи поддержки, финансовой поддержки Алроса? Да, в принципе, Нюрбе сейчас действующих очистных сооружений в городе Нюрба-2, это принадлежащий ГУП ЖК. Так, одна очистная установка на улице Советская, так называемая Амакинка. Проектная мощность 800 кубов в сутки. Она, в принципе, должна была обеспечить все потребности Нюрбы. Но сейчас фактическая мощность 400 кубов в сутки, поэтому он может обеспечивать только центральную часть города Нюрба и часть Амакинки. Так, и вторая очистная установка на 250 кубов в сутки, это с проектной мощностью квартала энергетик. Но он фактически из-за сейчас выдает 100 с лишним кубов в сутки, фактически где-то 50-60% проектной мощности. Так, поэтому в Нюрбе чисто ощущается нехватка ватийской воды, поэтому мы сейчас заключен согласно договору с открытым акционерным обществом Якутагропромстрой, ведем проектирование двух очистных установок. Это квартал, очистная установка в центре города Нюрба, ВОЗ Нижняя, и модернизация имеющейся действующей очистной станции Амакинка. После модернизации к 2022 году мощность этих обеих очистных установок должна составить 1200 кубов в сутки, что вполне, что с лихвой обеспечит потребности села Антоновка и города Нюрба. Так, на 23 на 24 год у нас планируется водозаборная станция с подземного источника за аэропортом. Так, сейчас в этом году начнутся проектные работы. Сейчас ведем непосредственно работы с Якутсгеологией. Там скважин будет 6 скважин, не менее 6 скважин. Это одну скважину могут только запроектировать с мощностью 200 кубов, поэтому это курсы скважин на 6 скважин, 1200 кубов, и подача от данной водозаборной станции до уже к тому времени сооруженных водоочистных станций Нижняя и Амакинка. Потом уже в последующем пойдет модернизация системы внутриквартальных сетей, и поэтому к 2024 году у нас стандартная водопроводная вода должна быть подана потребителей города Нюрба и села Антоновка. По сельским населенным пунктам мы, в принципе, еще в 2013 году от Алроса для водоснабжения населенных пунктов села Антоновка питьевой водой получили 50 миллионов рублей. На эти 50 миллионов рублей были сооружены водоочистные станции в Малыкае, Манжагаре, Чукаре, Марах, Жархане и Кирове. Но из-за высоких затрат на содержание этих станций в последующем районом было принято решение законсервировать данные станции. Но консервация фактически означает, что оборудование данных станций выходит из строя. И сейчас в этом году мы предусмотрели средства от средств, поступающих от компании Алроса, на восстановление и модернизацию данных станций. Поэтому в село Малыкай станция будет запущена, водоочистная станция будет запущена к марту этого года. Так, вода будет подаваться центральный водопровод для социального утверждения и населения.
и, возможно, планируется для летнего водопровода. Так, и будет развозиться чистая вода водовозом для населенных пунктов Хаты, Малыка и Малжагар, возможно. Так, в Малжагаре у нас сейчас арендатор еще не начал работу, поэтому ставится вопрос о расторжении договора с данным арендатором и поиск нового арендатора. По селу Чукар станция берет воду из подземного источника, и станция заработала, сейчас должны получить анализы очищенной воды, тогда станция заработает полную мощность. Так, арендатор есть. Так, по селе Гальжа занимается Кировстрой. К 1 марта данная станция тоже должна заработать. Но здесь будет подвозная вода. Так, по селу Киров в этом году мы должны сделать скважину и на скважине поставить очистную станцию, тогда очищенная вода будет подаваться в водовозы для обеспечения населенных пунктов Киров, Акана и Марха. Так, с Кангаласов на Кангаласской скважине, принадлежащей ГУБЖК, будет поставлена отдельная очистная станция, так, которая будет подавать на водовозы, и водовозом развозка питьевой воды для населенных пунктов Юдея, Кангалас и Мар. Так, в Жархане сейчас прорабатывается тоже вопрос совместно с Якутсгеологией, вопрос подачи воды с подземного источника. Так, в селе Хурула вода, в принципе, очень неплохая, поэтому сейчас там даже работает водопровод с подземного источника, поэтому от подземного источника будет поставлена отдельная очистная небольшая остановка для обеспечения населения питьевой водой. Так, в селе Кундядя что ли? Так, в селе Кундядя это поставлена очистная станция. Так, поставлена за счет средств, которые выделены Алросой в связи с загрязнением реки Вилюй. Так, станция стоимостью 23 миллиона. Так, сейчас станцию эксплуатирует ООО «Кристалл». И за 2 месяца фактически в Кундяде реализовано только 400 литров очищенной воды, поэтому у «Кристалла» есть отдельный небольшой водовоз для питьевой воды, поэтому сейчас ставим вопрос, чтобы «Кристалл» обеспечивал наряду село Кундяда с данной очистной станцией Селане, Бачан, Сюля и Дикинда. А цены как устанавливаются за литр очищенной воды? Но пока предварительно мы с ООО «Кристалл» договорились 2 рубля литр для очищенной воды, развезенной водовозом. И сейчас отдел экономики администрации района начинает расчет стоимости очищенной воды, развозимой отдельно специальным водовозом, спецтехникой, бутилированной. И поэтому мы для бутилированной воды субсидию район будет давать только для социально незащищенных слоев населения. На водовозы для сельсконаселенных пунктов, развозимые специальным водовозом, мы тоже отдельную цену установим. Она будет значительно меньше, чем бутылочная вода, но все равно будет субсидироваться через администрацию района. Мы здесь договоренность с компанией «Алрос» имеем, потому что с тех средств, которые они перечисляют за счет своей прибыли района, мы
производим субсидирование обеспечения населения чистой питьевой водой для сельских населенных пунктов, расположенных на реке Марха и для Кундяди.